уважаемые гости, читатели библиотеки, мы рады встрече снова в нашей гостиной клуба «Кексельдагор». Сегодня мы с вами собрались на литературно-музыкальный вечер, который называется «Объединил мой клуб друзей для песен и стихотворений». Ну и по традиции начинаем с хомуса. В исполнении Октябрины Николаевны Корниловой. Вы все ее знаете, это наша землячка, учительница. Когда-то 30 лет назад, вот стоя в этом здании, в этой зале, она впервые сыграла на хомусе. Ну, немножко скажу о том, что летоисчисление нашего клуба мы ведем с 1991 года. Тогда начальником управления культуры работал Владимир Феодосевич Емельянов. Он позвонил нам и сказал, что приезжает советско-американская группа этнографов. Вот одна из героинь. Вот он, Владимир Феодосевич, и вот Сьюзи Грейт, одна из членов экспедиции. Ну, можно там перелистнуть еще одну страничку. Вот они, мы после уже мероприятия. Он, значит, предложил нам встретить советско-американскую группу этнографов. Мы с удовольствием согласились. Наши библиотекари приготовили национальные блюда. Кто пек лепешки, хочу поздравить Нину Яковлевну, всех присутствующих с сегодняшним замечательным праздником. 30 лет для клуба — это достаточно такой серьезный возраст, я считаю, но при этом он молодой возраст, поэтому как бы дается понятие надежды на то, что еще дальше будет расти, развиваться клуб, преемники придут и дальше продолжат. Поэтому мое пожелание, чтобы этот клуб существовал всегда, чтобы действительно этот клуб собирает людей духовных, людей творческих. И здесь люди, которые приходят, они, конечно же, богатеют духовно, богатеют творчески, морально. Ну и, конечно же, это все помогает быть и физически здоровым. Поздравляю вас. Спасибо большое. Приветственный адрес вручаю. И вручаю вам награду нашу ведомственную. Это знак за развитие, за вклад в развитие духовности и культуры Объединенного района. Отмечался. Еще, видимо, этого балагана не было. Было просто так. Столы стояли, не было скатертей. Народу было много, тогда еще ветеранов много было. И вот на столах лежало сало, картошка, черный хлеб. И вот такая была обстановка теплая, задушевная, домашняя, да. Ветераны столько много вспоминали. И вот я не раз встречалась вот в этом зале с ветеранами. Было немало встреч таких. Сейчас уже многих нет. Уже почти нету, они все ушли. Да, знаете, очень жалко. Да? И вот благодаря вот этой обстановке, благодаря тому, что Нина Яковлевна так тепло к ним обращалась, люди вспоминали столько много. И плакали, и пели, и смеялись. Все было на этих встречах. Ну и я всегда радуюсь, когда Нина Яковлевна жива. И дочери Льва Львовича прислали нам поздравления. Смонтировали ролик и прислали. Уважаемые летничане, дорогие наши земляки, мы рады от всей души поздравить вас с 30-летием клуба «Кексельдагор» при библиотеке писателя Льва Гаруша.
В течение 3 десятилетий клуб «Кепседобор» является средоточием многогранной культурной жизни Алёкнинской столицы, духовно-просветительским центром его района. Множество и множество больших и прекрасных событий произошло и происходит именно в стенах вашего клуба, любимого горожанами. Всего, что вы совершаете, и правда не перечесть. На одной из сторон вашей работы является бесценная работа клуба по возвращению славных имен в истории края. Собираются самые интересные, самые талантливые люди прекрасной Алёкнинской земли. И, конечно, дальнейшего вам процветания во всем. С юбилеем, дорогой Кепседобор! Это ваша Илья Габушева. Разрешите все-таки зачитать приветственный адрес. Уважаемая Нина Яковлевна и участники клуба «Кепседобор», администрация муниципального района Алёкнинский район поздравляет вас с 30-летним юбилеем со дня основания клуба «Кепседобор» и выражает вам искреннюю признательность и благодарность за большой вклад в развитие культуры района. За эти годы клубом пройден долгий и интересный путь. Юбилей – это возможность заглянуть в историю, ответить на вопрос, с чего все начиналось. А начиналось все с организации встреч с интересными людьми, премьер, книг, с проведением литературно-музыкальных вечеров, выставок и краеведческих чтений. Клуб «Кепседобор» всегда находился и находится в центре культурных событий Алёкнинского района, содействует реализации всех мероприятий. Деятельность клуба вносит огромный вклад в духовное, нравственное, эстетическое развитие алёкнинчан. Благодаря программам «Малая Родина», «Молодежь», «Традиции и духовность», «Под полярной звездой» привлекается внимание молодежи к краеведческой литературе. Праздника примите самые искренние пожелания процветания, творческого горения и дальнейшего развития. Присоединяюсь ко всем поздравлениям с 30-летием создания клуба «Кепседобор». И постоянно принимают самое активное участие жители города Алёкнинска, Алёкнинского района, обсуждают темы, были реализованы не один проект, был реализован не один проект. И интересные вечера проходят. Прямо живая музыка. Хотелось бы тоже посидеть, спеть, стихи почитать. И в преддверии Нового года хочу пожелать вам всем крепкого здоровья, чтобы у вас все намеченные планы были реализованы. И, Нина Яковлевна, чтобы ваш клуб еще дальше увеличивалось количество участников, да, и процветание. Спасибо большое. И в этом году на республиканском цехе АВХО к Алёкнинскому району наши гости подарили тоже книги. И мы эти книги передаем в район. Там те книги, которые изданы именно в тех или иных районах, которые, конечно же, читатели смогут сюда прийти и почитать. И в основном это направлено на тематику. Встреч уже другой тематики, с другими людьми. И школьников много бывает. Самое главное — это передать молодому поколению. Я могу вспоминать сколько угодно. Все самое доброе, что творилось, было в этих стенах. И я, конечно же, желаю и организаторам, и постоянным участникам этого клуба, конечно же, доброго здоровья, новых свершений в 2022 году. Вот уже год заканчивается. И, конечно же, пусть ваши идеи, все самые хорошие моменты воплощаются, и уходит пандемия, и опять пусть этот клуб... Вот сегодня
я спою вам песню. Конечно, я хотел что-нибудь интересное, но 2 года назад песня для всех, прежде всего для коллектива библиотеки, для клуба «Капседа Двор», для вас. С юбилеем вас всех поздравляю, дорогие мои друзья. В этот день я вам всем от души пожелаю быть здоровыми, счастливыми всегда. В этот день я вам всем от души пожелаю быть здоровыми, счастливыми всегда. Гости пусть всем в этот вечер дарят тосты, подарки, цветы. И скажу я вам всем от души, не скрывая, нет в районе лучше, чем вы. И скажу я вам всем от души, не скрывая, нет лучше в районе, чем вы. С юбилеем наш клуб поздравляем и хотим от души пожелать. Пусть всегда будет здесь интересно нам друг друга тут вновь повстречать. Пусть всегда будет тут интересно нам друг друга тут вновь повстречать. Вот, и вручаю вам. Спасибо большое. Сергей Семенович, он нас поддерживает всегда. Это историк, который знает хорошо историю нашего района. И вот я хотела бы Сергею Семеновичу тоже вручить наше вот благодарственное письмо с таким вот значком. Сергей Семенович. Гора называется гора Серебенков. Это на реке Тарку находится. Уникальное место. Так, это наш цветок. Это национальный, да? Якутский тюльпан. Так, а это то место, будете показывать своим гостям, это то место, где сейчас стоит как его, ну, урочище. Сейчас там Надо теперь Аланкоевой как раз. Да, она про дедушки прочитает это стихотворение. Подожди, сейчас. Давай, Анжелика. Клуб Капседа Гор, Петр Бернов. Теплее стало в этом свете, как будто кто зажег костер. Когда вот здесь, в библиотеке, родился клуб Капседа Гор. Как быстро время пролетает, подумать только 10 лет. Душевных лет за чашкой чая, и юбилеев, и бесед. Каких гостей здесь принимали и пели песни под баян. Поэты здесь стихи читали, и голос свой зажег экран. Твои врата всегда открыты для светлых муз, для добрых глаз. И мы, все члены Чароита, тебя своим признали в рот. Как много встреч хороших было, спешили к нам и млад, и стар. Все сердце помнит, не забыло и бережет, как Божий дар. Капседа Гор все эти годы, маяк наш в сутолоке дней, как символ творческой свободы, как клуб талантов и друзей. Петрович, а он приходил к нам с Верой Михайловной, и у них был столик, вот они там занимали место, и они так дружненько всегда, и они говорили: Нина, как пятница, 5 часов, у нас как такое чувство, что нужно куда-то идти. И вот мы, да, к нам в гости, в библиотеку. Ага. Ну вот сегодня правнучка прочитала стихотворение. Ну я думаю, сейчас мы слушаем песню Петра Петровича, да? Есть Подмосковье, Одесса, Валдай, есть еще земли покраше. Только нам дорог Алекминский край, малая родина наша. Наше богатство поближе узнай, в песне про все не расскажешь. В сердце прописан Алекминский край, малая родина наша. В
сердце прописано Лёкминский край. Малая родина наша, малая родина наша. Читать стихотворение тоже Татьяны Валерьевны Емельяновой. Татьяны Валерьевны сегодня нет. Ой, извиняюсь, спиной стою. Но она Емельяновой. вот стихи ее Называется звучат. «Капседа гор». Моей души потенциал, книг молчаливое собрание. Капседа гор мой клуб встречал, Хамуса звуки, как призвание. Здесь климат теплый, вопреки поющей вьюги за окошком. Сюда приходят земляки, душой согреться. Было здесь, в этих стенах, не раз и значительных ярких открытий, в именах, чей огонь не угас. Много книг отмечали рождение, где звучали гитара, баян, звук хамуса, народотворение, нам подарок в открытии дар. Документы и лица с экрана киностудии голос хранил, как страница большого романа для Алёхмы Березкин дарил. Петр Бернов, любимец народа, каждой строчкой Алёхмис воспел. Его рифма тянулась природа, он любовью особую грел. В этот клуб мелодисты стихами. Поздравляю вас от семьи Емельяновых, Бруйла, Петросян с этим 30-летием. Спасибо большое. Большой творческий путь. Спасибо, у вас только так тут тепло всегда. Я нервничаю, короче, я вас люблю. Уважаемая Нина Яковлевна, мы поздравляем вас с юбилеем, с 30-летием. Это немного, но для человека это совсем молодой возраст, а для клуба уже солидный. Клуб Капседа гор при районной библиотеке в этом году исполнилось 30 лет. Свое название клуб получил в далеком 1991 году. С тех самых пор его участники бережно собирают крупицы истории и литературного наследия родного края. В этот юбилейный день рождения гостям и хозяевам есть что вспомнить, о чем рассказать. Главное наше пожелание клубу – жить, трудиться, мечтать и работать над новыми проектами. Хочу вам вот вручить тоже благодарственное письмо. Выражаю вам искреннюю признательность за многолетний вклад в развитие краеведческой деятельности Алёкминского района. Более 30 лет вы грамотно и профессионально руководите клубом Капседа гор в стенах родной Центральной районной библиотеки имени Льва Львовича Габушева. В этот юбилейный день рождения в клубе собрались люди, неравнодушные к истории родного края. Вы умело приобщаете алькминчан к культурному и литературному наследию малой родины. Здесь тоже уже было много сказано, что в нашем клубе проводятся и премьеры книг, и литературно-музыкальные вечера. И что хочу отметить, что всегда по окончанию любого мероприятия наши гости остаются всегда под положительными эмоциями, с такими большими впечатлениями, с которыми действительно хочется поделиться в своей семье с родными. Примите искренние поздравления в связи с юбилеем замечательного клуба. Желаем Капседа гор долгих лет и процветания, а нам с вами интересных проектов в обозримом будущем. Пусть достигнутся намеченные цели и эффективно решаются поставленные задачи. Желаю вам новых свершений и, главное, не останавливаться на достигнутом, и пусть сбудется все задуманное. Спасибо большое. Поздравляю, библиотека дарит витринные стеллажи на стойках металлические, они вот-вот уже буквально на подходе, поэтому пригласим вас. Спасибо большое. Да, и... Та-дам! Это небольшой такой подарок, но он с сюрпризом внутри. Спасибо большое. Передают вам большой привет, очень, конечно, сожалею, Поздравить вас с юбилеем вашего объединения. Пожелать вам крепкого здоровья в наступающем новом году, творческих успехов, чтобы муза стихотворчества и прозы никогда вас не покидала в деле духовного воспитания ваших почитателей. С Новым годом! Люба! Ух ты! А теперь песню. Люба, братцы, Люба, да? Погромче, пожалуйста.
Право конце мой продал. Который? Право конце справа. Я зачитаю первую часть. Она меня, правда, просила зачитать от начала и до конца. День за днем, за годом год, листая страницы радости от встреч с людьми, влюбленными в свою профессию, мой рассказ пойдет о женщине с именем Нина, которая связала свою судьбу с книгой. Стройная и красивая, как и 30 лет назад, мы уже убедились. Приветливая и улыбчивая, она держатель ключей капитала, капитала самого ценного в книжном царстве, несущего в себе яркую печать таланта во всем своем великолепии. Книга, как капитал всего человечества, хранит в себе мысли гениальнейших людей мира. Вот. И последний абзац. Несомненно, что Нина Яковлевна Дегтяр пишет золотую строку в истории Алёкминского района. Много интересных познавательных проектов и начинаний на счету у Нины Яковлевны. Но кроме всего этого, искренняя любовь к человеку поднимает ее на ту высоту, которая доступна просто хорошим людям. Татьяна Емельянова из книги «Живые предания Алёкмы». Татьяна Валерьевна сама живым преданием уже стала, по-моему. Ну и в заключение я хочу вот такой вот небольшой подарочек вручить. Вот мы собрали фотографии, ну не все, конечно, некоторые, да? И вот так вот их объединили. Вам подарите?